Производство прессованного лего-кирпича из извести и древесной золы, которые образовываются в процессе производства бумаги на Сыктывкарском лесопромышленном комплексе, запустили в Сыктывкаре. На предприятии создают не только нужный в строительстве продукт, но и сокращают отходы крупного производителя. Уникальную рецептуру прессованного кирпича разработали в Институте геологии Коми-научного центра. Проверила стройматериалы на прочность Дарья Волокжанина. Экологический бум охватил весь мир и перестал быть уделом рьяных активистов. Теперь каждый осознанный человек старается внести свою лепту в спасение окружающей среды. Промышленные предприятия тоже берут эко-курс. Пример – цех по производству гиперпрессованного кирпича, который открыли в Сыктывкаре буквально пару недель назад. Набирающие популярность лего-кирпичи здесь делают из извести и древесной золы, которые образуются в процессе производства бумаги на столичном лесопромышленном комплексе. Благодаря добавкам золы и извести, то есть кирпич, происходит у него более быстрый процесс созревания. Смесь замешивается, прессуется. С учетом того, что прессодавление 200 тонн, кирпич получается беспустотный, он практически не впитывает влагу, и созревание проходит у него в течение 3 дней. Объем потребления предприятием извести и золы с производственной площадки лесопромышленного комплекса составит минимум 5000 тонн в год. Это только на начальном этапе. В планах переработка всего объема отходов. Для этого необходимо запустить дополнительную производственную линию. Оборудование, которое функционирует сейчас, предприятие, кстати, получило в лизинг от лизинговой компании Республики Коми. Мы выдали лизинг. Лизинг – это финансовая аренда. Общество с ограниченной ответственностью, которое производит на сегодняшний день гиперпрессированный кирпич, приобретенный в Республике Татарстан, приобретено оборудование под хороший процент 36 месяцев. Около 5 миллионов рублей. Общая сумма – это пресс, это дробилка, это бетономешалка. Там определенный такой спектр больших имущества. Над формулой кирпича работал Институт геологии с осени прошлого года. Важно было найти рецептуру, благодаря которой кирпичи будут надежными и долговечными. Каждый компонент, он индивидуален. То есть отходы, они могут содержать очень много активного кальция или вообще не содержать активный кальций, который в производстве может негативно сказаться на качестве кирпича. То есть нужно было найти тот материал, который можно использовать. И мы сделали серию экспериментов. Было около 10 экспериментов, которые мы запрессовали в институте и посмотрели рецепт. Предложили компании, они попробовали на своем прессованном оборудовании. Лего-кирпич, по своему виду похожий на всем известный детский конструктор, может сложить любой человек. Для строительства не нужен опытный профессионал. В качестве связующего материала используется не раствор, а специальный клей. Кстати, в своих эксплуатационных свойствах он намного превосходит традиционный керамический кирпич. Смотри, этот кирпич вышел только что из пресса, то есть он еще не вступил в реакцию ни с цементом, ни с известью, ни с золой, и получается он не прочный. А этот кирпич, ему 3 дня, он отлежался, соответственно, он уже поменял цвет, то есть он стал более крепким, и, соответственно, с ним ничего не случится. Предприятия совместно с Институтом геологии продолжают вести разработки в области применения вторичных материалов для производства строительных смесей и даже сельхозудобрений. Первые испытания на грядках уже прошли. Такие экопроекты значительно сократят вывоз отходов на полигон, создадут новые рабочие места и удешевят стройматериалы и удобрения. Особенно это актуально в условиях западных санкций. Дарья Волокжанина, Олег Костромин, телеканал Юрган.